Бро, смешно, бро, смешно. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. Теперь еще и аренда оборудования. Привет! Второй раз бай-балай, успех. Сегодня ты будешь отвечать на вопросы твоих подписчиков и наших подписчиков. Ага, Они писали нам в директ вопросы. Все вопросы анонимны. ага. Есть белая и черная коробки. В белой, Окей. позитивные вопросы, как мы посчитали. Никакого негативного подтекста они не несут. Ага. В черной негативные вопросы. Но у тебя есть возможность не отвечать на вопрос. Но Окей. тогда ты отдаешь 500 рублей в общий фонд всех вопросов. Готова? Готово. Точно? Да. Тяни вопрос, из какой коробки будешь тянуть? Из белой? Конечно же, с белой. Чего так много? Мы семейный канал, и сегодня мы покажем вам семейный автомобиль Tiggo 7 Pro Max. Что тут семейного? Ну, во-первых, это большой кроссовер, большой багажник, вмещает там какую-то детскую коляску, можно самокат закинуть ребенка. Огромный салон, подогревы всех сидений. Tiggo 7 Pro Max обладает полным приводом. Объем двигателя 1,6 литра на 150 лошадиных сил. У вас мощная машина, за которую вы платите налог, как за малолитражку. Клиренс 19 сантиметров, вы можете вообще не бояться задеть какую-то кочку или прочее. Как я считаю, самое главное в семейном автомобиле это безопасность. Здесь 6 подушек безопасности по всему салону. Вся машина защищена. Также есть функция экстренного торможения. То есть, если вы отвлеклись там на ребенка, на телефон, куда-то еще, то машина сама поймет, что нужно затормозить. Тем самым спасет вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Все двигатели Tiggo 7 Pro Max идут на турбине. Это мощные двигатели при маленькой затрате топлива. Если кто-то еще скептически относится к бренду Chery, то это совершенно нужно убрать из своей головы. Потому что это как iPhone. iPhone создан в Калифорнии, но собирается в Китае, а пользуетесь им в Якутске. То же самое Chery. Его собирают немецкие инженеры, которые работали над Mercedes, BMW. Собирается он в Китае, а пользуетесь вы им в Якутске. Его двигатель протестирован в различных термокамерах. Он подходит для наших условий. В России этот бренд уже давно. В Якутске уже пошел второй год эксплуатации. Также на модель Tiggo 7 Pro Max есть гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Во всех комплектациях Tiggo 7 Pro Max есть кожаный салон, электрорегуляция ваших сидений, огромная сенсорная панель, полностью функциональный хай-тек салон. Открывается у вас люк здесь, регулировать окошечки, зеркала. Камера 360, она показывает вам, как парковаться, то есть вы видите свою машину сверху. Даже для таких олухов, как я, которые вообще не умеют парковаться, есть приближение, то есть вы точно до сантиметра видите, куда вы будете ехать. Все увидели, не врезались и сохранили свою машину в целости и сохранности. Мы, как семейный канал, рекомендуем этот автомобиль Tiggo 7 Pro Max. Комфортный, большой, а самое главное, недорогой. Приходите на консультацию в дилерский центр Chery. Хочу же такую жену, как ты. Такая красивая, когда разведешься. Напишешь, ду? Может, сестры есть? Здрасте! Не надо мне такого. Сестер у меня, к сожалению, холостых нет. Есть только старшая. Она уже замужем, так что прости. Ну, давай с черной попробуем. Фу! Ой, мама! Был ли у тебя когда-нибудь страх, что муж может тебя бросить, и что бы ты делала? Конечно, был. И есть. И мне кажется, что каждая девушка... Здравствуйте. Мне кажется, что каждая девушка этого боялась. Но надо быть в себе уверенной. Если ты будешь в себе уверенной, то от тебя никто не уйдет, мне кажется. Но если вы будете в тандеме, да, как говорится, каком-то, поддерживать друг друга, до свидания, поддерживать друг друга, понимать, то все у вас будет хорошо. Только попробуй. Что-то это дрожат руки у меня. Сходила бы на голую вечеринку. Индинда. Нет. Пожалуйста, потому что у нас с этим все строго было. Нет, я не такой человек. А ты осуждаешь всех этих людей, Нет, которые там были? вообще не осуждаю. Нормально. А почему мне осуждать кого-то? Я не имею права. Что случилось, то и случилось. Я здесь ни при чем. И ладно. Коля же никогда не выиграет игры Дыгына, лично мое мнение. Объективно, не как жена. Ты же согласна? Нет, я не согласна с вами абсолютно. Потому что разное может быть. Почему бы и нет? Почему он не должен победить? Я, как жена, его всегда поддерживаю и хочу, чтобы он победил.
как и все, кто его также любит и поддерживает. Не как жена? Да, там написано же. А как думать не как жена, если я его жена? Вот у Хабиба же был отец. Ну, Вот он же его отец, но объективно он его как спортсмена тоже рассматривал. Вот ты как спортсмена, ты же тоже со спортом была как-то раньше связана. я же не буду говорить, что он не победит. Я не могу, я вообще в принципе так не могу говорить. И не скажу. Но мы верим в Колю. Да, я тоже очень сильно верю. Здравствуйте, молодой человек. Какая косметика подойдет для якутского лица, как у тебя? Нога ровной, кожа лахканди. Очень приятно, спасибо, Ларин. Только у меня таковой уходовой косметики нет. Спасибо, мылом помоюсь и все, и круто. Нет, у меня там нету пятиступенчатого ген-ухода. Я не так сильно за ней ухаживаю. Просто всегда надо увлажнять, всегда надо защищать от солнечных лучей, SPF, индиго-продукт, и все. Но у меня никогда не были проблемы такие большие с кожей. С черной. Это что за вопрос? Сахты и тересл джибутындо. Здрасте. Это значит, типа, в хлам. Была пьяная? Нет. Вообще в хлам? Вообще сахатерик, это же, когда не помнишь, типа, ничего? Я всегда помнила. Нет, такого не было. Такого не было. Такого не было. Я Но, надеюсь, не будет. но сильно было. Сильно? Да. Ну, было. Молодость все простит. Ага, и сейчас начнут, типа, у меня самый большой страх — это страх комментариев, оказывается. Вот когда я начала вести блог, все негативные комментарии сразу блок. Ну, я не люблю негатив. Я вообще не конфликтный человек. Я не люблю, типа, с кем-то ругаться. Со школы такая. Когда в школе мне девочка подошла и начала гнать на меня. Типа, что ты здесь, таюрская, ну, девичья фамилия, типа, устраиваешь. Мирка же была, помните? Ага. Соцсеть. И там мы что-то там, я что-то ляпнула не то в 7 классе. И она ко мне пришла, старшеклассница, вот так вот стоит над партой моей. И такая, ну, типа, гнать начала, что ты там пишешь, это самое. Я такая, ага. Я вообще не умею ругаться. Я сразу ухожу от конфликта. Убегаю. Но сейчас, когда вот мамой стала, с детьми, когда кто-то так... Ну, в детском саду не ссоришься ни с кем, что ли? С мамочками? Нет. У тебя есть высшее образование? У меня есть бакалавриат. Это считается же высшее. Я учитель начальных классов, закончила РГПУ, педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербурге и приехала в Якутск. А почему в Питере не осталось? Нет, Питер не мой город. Я это поняла. Погода вообще не мое. Я люблю солнышко и мороз. Нюрба мой город. Я работала в своем городе, в городе Нюрба, и проработала там всего лишь 6 месяцев, и сразу ушла в декрет. В Инстаграме у вас идеальная семья, а в жизни ругаетесь, и по какому поводу ругались в последний раз? Конечно, ругаемся. Никогда не надо идеализировать семью в Инстаграме. Мы же показываем то, что хотим показывать. Мы же не будем показывать, где мы там ссоримся, ругаемся. Скажу честно то, что когда мы начинали встречаться и начали когда жить совместно, мы очень сильно ругались. Да, когда вот вначале начинаешь жить, там появляется первый ребенок, ты начинаешь очень много ругаться. Недопониманий очень много. Но сейчас, уже со временем, мы уже 6 лет в браке с Колей. Последний раз мы когда ругались? Я уже даже не помню. Это даже, ссорой не назовешь. А зачем ты так сделал? Ну, ты типа такого, а почему ты так сделал? Перепалка. Ну, да. По какому поводу ругались последний раз? Может, у нас идеальная семья? Не, мы далеко не идеальная семья. У нас все равно есть свои эти тараканы. Ну, примерно подумай, о чем вы могли последний раз ругаться, раз ты вспомнить не можешь. Я так переволновалась, что я все забыла. У меня ничего нету в голове. Сейчас, подожди. Вадик, я и так напряг. Известная стала же, фоткаются на улице люди, не стесняешься? Ой, я вообще обожаю, когда ко мне подходит такая, это же Настя Амоева, мне так приятно. Потому что я люблю это. Когда меня узнают на улице, когда меня просят сфоткаться. Пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, я вас всех буду обнимать и фотографироваться. Тебе как-нибудь подходили? Смешно. Тебе аж чуть стыдно стало за это. Я когда-то была в клубе Number One. Ужас, первый раз. И там, девушка подошла, такая немножечко уже отдохнувшая. И такая, Амоева. И такая взяла меня. Здравствуйте. Я такая, привет. Но я же не буду обижать людей. Не буду же вот так вот сразу толкать. Я не такая. Ага. Типа, все хорошо, все нормально, как ты? Ну и так домой уехала. Блин, капец, я дорожу, подожди.
Почему я так дрожу? Надо как Коля крикнуть на соревнованиях, тогда все пройдет из этого волнения. Хай, хай. У тебя грудей нет. Не хочешь увеличить? Эти барханы! По больному месту. Да, я знаю, что у меня они маленькие, ага. Ну, мне лично не нравится, я хочу их увеличить, потому что сейчас есть много возможностей, да, типа, лишь бы деньги были. Главное, это устраивает Колю, и что ничего не надо больше. А так, да, хочу увеличить, честно. Ну, только не такие огромные. Ну что тогда Ну, деньги? всё мне Собираем разрешают. деньги, давай донаты собираем. Обоевой на грудь. Барахсаны. Ну, такая возможность дает полюбить себя, да? Ты же себе хочешь, во-первых, в первую очередь нравиться. Потому что много вещей, которые имеют вот такие, ну, формы, чтобы были. Что? И тебе нравится это. Вот самое главное, чтобы тебе нравилось, на самом деле. Да, ну я хочу, да, начать честно. Я всем говорю, подружкам своим. Были бы деньги, да, лишние. Но прям вот как цель это не стоит. Были постановочные пранки. Пока нет. Пока до такого уровня не дошли. Не было. Мне кажется, что большие блогеры, когда они прям набирают огромную аудиторию, могут, да, немножко постановочные снять. Верните мне коробку, молодой человек. А какой тебе пранк из твоих, вот, которые ты сняла, нравится больше всего? Про пиво. Последний, по-моему. Нравится. Когда ты перелила бутылку из-под пива. Буратино, да. Ревнуешь ли мужа к другим девушкам? Он же у тебя вообще секс. Кенейне. Последнее, конечно. Он такой. Чойка. Я очень не люблю на такие темы разговаривать. Богу! У меня барьер стоит. Я не могу на такие темы разговаривать. На секись, да. Ревнуешь ли мужа? Конечно. Конечно, ревную. А кто не ревнует? Мне вообще кажется, почему Коля, например, когда мы начали встречаться, он говорил: почему ты ревнуешь? Я не ревную. Типа, значит, ты меня не любишь? Ну, как может человек, который любит, которого ты любишь, и не ревновать его? Я даже заревную, например, к комментарию. Если там фотка будет, типа, ну, такая, как вы говорите, секс, девушка, и Коля что-то там напишет наподобие там ауф, нет, я сразу, конечно, это что такое? Ужас, что за ауф? Ну, конечно, такого не было, но, например, говорю. Нет, ну лайк, ладно. Лайк, ладно. Но если там опять же такая, ну не знаю, нет, я ревнивый человек, честно, я ревнивый человек. Я ревную Колю. И он тоже меня ревнует. Что любишь больше, целоваться, обниматься или деньги? Все люблю. Все люблю. А кто не любит деньги? Кто не любит целоваться? Ну, вот, выбрать, например, видимо, надо. Ну, как-то какой-то выбор. Ну, прикинь, на всю жизнь у тебя, вот, типа, либо целоваться, либо обниматься, либо деньги. Ну, деньги, конечно. Как это? Всю жизнь обниматься. Я очень тактильный человек. Я люблю обниматься, целоваться. А вот Коля, он очень такой холодный. Он не любит, когда его слишком тискают. Он не любит, когда... Он сам часто не обнимает, часто не целует. Если вот такой вот прилив любви придет, то мне очень приятно. Прям очень-очень. Противоположные мы, значит. Деньги тоже я люблю. А кто не любит деньги? Говорят, конечно, счастье не в деньгах. Сейчас деньги очень много могут принести. Помочь в счастье. Конечно, очень. Мы все заболели, я вчера пошла в магазин и купила лекарство на 3000. Ну что это такое? Ингаверин стоит где-то по 1000, да? Очень дорого Только болеть. богатые могут болеть, да, серьезно. Клип Сюряхпин Оскутуй, кринж. Будете снимать еще такие клипы? Шикашет! Ну, я согласна с этим, ага. Реально согласна. Мы же в своей деревне сняли, в своем городе. Я такие неудобные еще эти одела. Туфли, которые вообще старомодные. А когда сестра говорила: тугой идти, типа, сними. Че было, лунатон? Для села подойдет Индию. То мы сняли, конечно, на телефон, просто так для себя, на память, потому что мама с папой открыли канал в Ютубе, таюрские, просто для себя, чтобы оставалась память, чтобы наши дети, да, видели, что бабушка с дедушкой тоже пели, мама с папой тоже пели. Ну, как-то так. Чисто для себя. Мы на большую аудиторию и не рассчитываем. Ну, это моя сестра сняла. Она, вкусная такая. Она и так говорила, что я что-то не очень, по-моему, сняла один. Потому что остальные клипы нам снимала моя другая сестра двоюродная. Но она такая, немножко шарит. Вас видно от души улорочная.
Как сохранить такую фигуру после 2 родов? Если честно, я не знаю, потому что я же не работаю над своей фигурой. Я ем все, что хочу, я не занимаюсь пока. Может, это гены, потому что у меня папа худой, мама тоже стройняшка была в молодости. У нас нету полненьких в семье. Ну, генетика, Да, конституция да, тела генетика, такая. конструкция такая. Ага. Потому что моя сестра тоже после 2 родов вообще такой чупа-чупс. Один остался. Где? Здесь. Чёрный? Черный. Что за большими буквами такие? Сколько ты зарабатываешь в месяц? Ой, это не секрет, конечно, я скажу. Ну, я сама, я считай, только по рекламе зарабатываю. Потому что у меня ничего нету другого. Ну, где-то 1070-80 было. Ты сегодня ответила на все вопросы. Очень холодно. Ага. Ты никому не должна денег. Хорошо. Но мы можем от нашего канала какую-то сумму лучшему вопросу дать. Как считаешь, какую сумму мы должны отдать? Ну, давайте, не нарушая традиции, давайте, как Айлана, 1000 рублей, да? 1000 рублей. Да. Мы все вопросы напишем внизу в закрепленном комментарии, а вы Мгм. все выберете. И автор этого вопроса получит 1000 рублей на мобильный банк. Окей. Я очень сильно волновалась, думала, какие же вопросы будут, но, оказывается, все не так уж и страшно. Надеюсь, вы меня не слишком захейтите. Ай-ой, мой главный страх. Пока.